Мы ждали этот день? Мы ждали. Это не этот вторник, день. его ждали. Да, и очень надеемся, что все ждали, да? Многие ждали действительно 27 марта на календаре, день недели пятница. Для многих. Ну, ждали не 27 марта, а пятницу скорее ждали. Ну да, если говорить про нашу, продолжая нитку этой недели, про то, какой день ждется, да, мы помним, что вторник никто не ждет, а вот остальные дни, так или иначе, мы дожидаемся. Пятницу ждут очень сильно, по разным причинам. Какая у вас, если вы ждали, ну, это ваше решение. Самое главное, что дождались. Тем не менее, «Утро Якутии» вновь в эфире. Самая семейная, уютная программа утренняя на телеканале «Якутия-24». И если вы что-то пропустите вдруг за время эфира, да, все самое такое интересненькое вас ожидает в наших социальных сетях. Это телеграм-канал и группа в приложении «Макс». Да, в которой можно посмотреть все интересные новости, даже если вы на парковке. Тем не менее, не будем затягивать. Давайте узнаем, какой погодой нас сегодняшний день встречает. Итак, в центральных районах сегодня днем ожидается до 1,3 градусов тепла. В Заречной группе 2 и 4 градуса тепла. В южных до 0, в Вилюйской группе от 0 до +2. В Нижнеленских -1, 0 градусов. В западных 0 +2. В Колыме-Дигильской до -10 градусов мороза. В Янских -7 +1, на северо-западе -6, -22 градуса. На 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила 14 градусов мороза. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер был со скоростью 1 метр в секунду, северо-западный. А днем нам сегодня обещают синоптики до 4-6 градусов тепла. С каждым днем все теплее и теплее. Да, и надеюсь, что и у вас на душе теплее, и настроение, конечно же, поднимается этой весной. Ну, погода как бы не может, да, не радовать. В любом случае она влияет на наше настроение, ну и события в мире влияют на наше настроение так или иначе. Поэтому давайте узнаем о том, что случилось в последние часы, в последние сутки в республике и за ее пределами. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Многодетные семьи Якутии, чей доход не более чем на 10% превышает региональный прожиточный минимум, смогут сохранить право на получение единого пособия. Для этого нужно подать заявление в последнем месяце периода назначения или в течение 3 месяцев после окончания выплаты. Отделение соцфонда по Якутии автоматически пересмотрит ранее вынесенные отказы из-за небольшого превышения дохода, и семьям не придется обращаться повторно. Решение придет через госуслуги. Воспользоваться новым правом можно будет только 1 раз за весь период реализации права на единое пособие. В Якутске стартовал межнациональный молодежный форум «Импульс» на базе молодежного центра «Патриот». Событие продлится 2 дня и объединит более сотни активных студентов вузов и колледжей Якутии. Мероприятие нацелено на укрепление межнационального единства, продвижение патриотизма и традиционных ценностей. Программа форума включает интенсивные образовательные блоки, тренинги по командообразованию и практическую работу над социально значимыми проектами для грантовых конкурсов. В минувший день участники прослушали лекцию о силе единства от директора филиала общества знания Дмитрия Просимова, а сегодня приступит к защите своих инициатив. Начнется с утра, прямо уже определенный проектный офис, где ребята будут разрабатывать проекты, презентовать их в дальнейшем. И к концу дня уже будет определенная презентация, где эксперты будут выдавать уже что такое экспертное мнение и указывать и показывать ребятам на те или иные недостатки или моменты, которые им стоит исправить. Вместе с этим также эксперты будут давать определенные рекомендации касательно того, как в дальнейшем будущем ребята смогут реализовать данные проекты свои. Роскосмос совместно с мастерской новых медиа запускает федеральную акцию «Хакатон. Смотри вверх» в рамках первой в истории России недели космоса. Она пройдет с 6 по 12 апреля и будет приурочена к 65-летию полета Юрия Гагарина. Космонавт Олег Кононенко поддержал инициативу и подчеркнул: космос не просто далекие галактики, а мощнейший двигатель прогресса и символ человеческого стремления к развитию. По словам космонавта, который также был спецкором ТАСС на МКС, блогеры, журналисты и космонавты вдохновляют молодежь выбирать профессии будущего. От инженеров и физиков до IT-специалистов и биологов.
12 учеников экологического лагеря Сюме, а также научные сотрудники и ученые из Академии наук и Института геологии Республики совершили экспедицию в Синский парк. Двухдневная экспедиция прошла в местах парка Аронбес и Эим. Дети наблюдали за бизонами в весенний период, провели биотехнические мероприятия по подкормке копытных животных. На местности Суруктах-Хая они обнаружили гнездо сапсана, наблюдали за ним и исследовали его. Дети экологического лагеря работали в группах: биологи, орнитологи, геологи и палеонтологи. По итогам экспедиции подготовят проекты на основе своих исследовательских работ. По дороге мы увидели бизонов. Они вживую такие огромные, такие большие. Мы впервые так близко посмотрели их. Потом мы поехали в Суруктах-Хая, и мы увидели гнездо сапсана. Оказывается, он питается зайцами. Нам это рассказала Саргалана Николаевна, орнитолог. И вот так мы узнали то, что сапсан питается зайцами. Узнали о последних событиях. Теперь простая, но важная вещь. Утренняя зарядка. Исследования показывают, если в течение 21 дня сделать разминку обязательным ритуалом, мозг начинает воспринимать утро как время активности, а не стресса. А 27 марта – отличная дата, чтобы отсчитать эти 3 недели. К майским праздникам подойдете в идеальном тонусе. И не надо про «нет времени». У нас для вас короткий, но эффективный комплекс. Никакой сложности, хореографии, только то, что реально повторить в гостиной или даже на кухне, пока чайник греется. Так что вставайте, потянитесь и дайте телу сигнал, что день начался, и приступайте к упражнениям. Всем доброе утро, меня зовут Елена Агаева, и сегодня мы сделаем с вами зарядку на все группы мышц. Итак, поехали. Начинаем разминать наши плечи, разминать наши ручки. Каждое упражнение мы выполняем по 1 минуте. Итак, следующее упражнение у нас поворот. В сторону тоже тянемся, растягиваем наши плечи, разогреваем наши мышцы. Следующее упражнение у нас ручками бьем вниз и делаем захлест. Стараемся пяткой достать до попы. Это упражнение тоже выполняем 1 минуту. Итак, следующее упражнение у нас круговые движения руками. Следующее упражнение у нас круговые движения руками. Это упражнение тоже также делаем 1 минуту. Следующее упражнение у нас поднимание колен вперед. Разогреваем наши колени. Следующее упражнение у нас махи ногами в сторону. Все делаем медленно, красиво. Следующее упражнение у нас вращение бедрами в бок. Тоже это выполняем 1 минутку. Обязательно дышим, обязательно улыбаемся. Так, остановились, ручками потрясли, ножками потрясли. И теперь будем вставать на носки и поднимать руки через бок. Вдох, выдох. Вдох, выдох, носки, пятка, носки, пятка. Следующее упражнение у нас перекаты с ноги на ногу. Это упражнение также разогревает наши колени. Ручкой тянемся вниз,
Шея у нас продолжение спины. Также дышим, вдох, выдох, вдох, выдох. Остановились, ножки встряхнули. Итак, эту зарядку вы можете выполнять каждый день, чтобы быть здоровыми, красивыми и бодрыми. Всем пока-пока. Ну а вчера, 26 марта, в Якутске завершился региональный этап Всероссийского фестиваля «Студенческая весна» среди студентов колледжей и техникумов. Мероприятие посвящено Году народного единства в России и Году культуры в Якутии. Прошел фестиваль по 7 направлениям: вокальное, танцевальное, театральное, инструментальное, мода, медиа и видео. На суд жюри ребята представили более 100 номеров. Подробнее о том, как прошел фестиваль, нам расскажут Алексей Данилов, региональный представитель Российского союза молодежи, и Александр Апудонов, студент-победитель в направлении вокал. Алексей, Александр, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Алексей, вообще сколько всего студентов и из каких учебных, наверное, заведений собрал фестиваль в этом году? И самое главное, для чего, да, что дает участие в этом фестивале? Ну, хотел бы отметить, что фестиваль проводится уже 35-й раз по Российской Федерации. А для студентов профессиональных образовательных организаций он проводится в 5-й раз. То есть это 2 юбилейные такие мероприятия. Всего мы собрали в этом году рекордное количество колледжей, 31 колледж, и 475 участников по 7 направлениям, как уже вы сказали. Что дает фестиваль? Это саморазвитие, в первую очередь, для студентов, показать их творческий потенциал, поделиться с другими студентами, да, обменяться каким-то опытом своим, рассказать о себе, каким творчеством обладает сам студент. Ага. Александр, ну мы тебя, конечно, поздравляем с победой. Да? Спасибо. Как легко-нелегко далась победа? Что ты вот почувствовал, когда назвали твое имя? Конкуренция была очень сильной. Мне все участники понравились. Когда назвали мое имя, я испытал сразу шок, удивление и радость одновременно. Это твоя первая победа? Нет, я уже участвовал год назад, когда учился в республиканском техническом интернате для инвалидов имени Марты Николаевны Донской. Я там получил лауреата 2-й степени, тоже был удивлен. Ну, конечно, целая буря эмоций, наверное, да, в этот момент, Да. потому что, тем более, как уже говорили, конкуренция большая, участников очень Большая. много. А с какой композицией выступал и почему именно ее выбрал? Я выступал с композицией «Bir Güverim доктором» Виталия Чирова. Я выбрал эту песню, потому что она несет в себе смысл, что нужно ценить моменты, которые у нас есть сейчас, потому что время летит очень далеко, и нужно это время провести с пользой, которая у нас сейчас есть. Алексей, ну в этом году, да, фестиваль посвящен году единства народов в России, да, году культуры. Вот как эти акценты отразились на фестивале? Мы попытались сделать тематику таким образом, чтобы наши студенты понимали, что такое культура, что такое вообще традиция, какой смысл он несет. Поэтому в каждом направлении мы попытались внедрить именно, чтобы студент принимал участие именно с пониманием к данному фестивалю и к данной теме. То есть они должны были исполнить репертуар, именно относящийся к теме этого года. Вот. И в рамках самого фестиваля по линии нашего Института развития профессионального образования мы запускали конкурс тоже для театральных клубов профессиональных образовательных организаций в рамках вчерашнего фестиваля «Российская студенческая весна». Мы подвели итоги по 15 номинациям. Вот тоже один из больших, можно сказать, таких конкурсов у нас. Вот. И именно студенты, педагоги, которые готовили своих студентов, они отнеслись именно к этому конкурсу очень важным событием такого большого фестиваля. А говоря про направление 7, мы уже говорили об этом, а какое самое многочисленное было?
Но многочисленные это у нас обязательно танцевальная и вокальная. Там очень, как уже Александр сказал, очень много участников всегда бывает у нас. Вот. Ну, в вокальном направлении там есть порядка 16 подноминаций. Это и джазовая песня, это и фольклорная песня, и традиционная народная песня. То же самое, что и в танцевальном направлении тоже очень много подноминаций. Это и современный танец, это и традиционный танец, да, наши, ну, разные стилистики танцев. Ага. Ну, грядет уже национальный финал, да, этим летом, предстоящим летом. Ага. Какие задачи ставите перед победителями? Усиленную подготовку, потому что в прошлом году мы получили гран-при тоже на всероссийском этапе и стали лауреатами. И вошли в топ-20 регионов России. В этом году, конечно, задача для студентов, она усиливается, и, соответственно, требование тоже к участникам будет, чтобы мы вошли в топ-10, поставим задачу для них. Ну и попытаемся собрать очень большую сборную республику в количестве 50-60 студентов. Вот, чтобы показать наш регион, насколько он силен, насколько наши традиции расширенные, большие. Да? Вот, в таком количестве мы должны в июне месяце уже выехать в Ставрополь, где пройдет уже 35-я студенческая весна. Ну и я так понимаю, что в команду войдут вот все победители этого года. Все победители и лауреаты первой степени будут рекомендованы на всероссийский этап. А это количество порядка 100 человек, соответственно, мы еще дополнительно будем проводить отбор. Александр, вот возвращаясь к участию, уже затронули тему подготовки. В принципе, как ты вот к региональному этапу, как подготовка шла? Готовишься, да? Ну, вообще, да? И как готовишь, кто помогает тебе, да? Я вообще пою с детства. Во всех моих начинаниях в пении помогает моя мама. Ее зовут Мария Александровна. Она и мама, и мой преподаватель по пению. Мария Александровне привет большой. Да, как бы тоже поздравляю. Ну, вообще, вот у Александра семья такая творческая, да. Хотел бы отметить, что сестра тоже победительница школьной школьной весны, и тоже буквально в мае должна отправиться, тоже вошла в число делегатов республики, который пройдет тоже всероссийский фестиваль «Школьная весна» в Минеральных водах. Ну, прям семья победителей творческих. И я с этим тоже поздравляем, желаем успехов творческих, потому что, ну, не исключено, что это в будущем выльется все-таки в какую-то профессиональную музыкальную, вокальную карьеру. Но в целом спасибо вам за то, что пришли в нашу студию. Поздравляем еще раз с проведением регионального этапа, с победой, конечно же. И удачи на национальном этапе, да? Ждем новые имена. Спасибо. Вот. Ну, студенческая весна — это действительно праздник молодости, таланта. И сегодня, 27 марта, календарь напоминает еще об одной творческой дате — Всемирный день театра. Праздник, который объединяет миллионы людей по всему миру. От профессионалов сцены до тех, кто впервые пришел в зрительный зал. Чуть позже мы заглянем в театральное закулисье и узнаем, какая работа стоит за волшебством, которое мы видим на сцене. Ну а пока быстро узнаем, какими еще памятными и знаковыми датами знаменателен сегодняшний день. На календаре 27 марта. Сегодня Всемирный день театра, а также День войск Национальной гвардии России. По народному календарю Венедиктов день. На Руси было принято обихаживать домашних животных, поскольку у многих из них в эти дни начиналась линька. Скотину выводили во двор, чистили, скребли ее, заговаривали от дурного глаза. Этот день в истории. В 1330 году воздвигнут Ипатьевский монастырь. В 1783 году Моцарт подарил валтарнисту Лейтгебу авторскую рукопись партитуры концерта. В 1841 году, 27 марта, опробована первая паровая пожарная машина. А в 1990 году в Лондоне открылся музей Шерлока Холмса. В
В этот день родились Святослав Всеволодович III, великий князь Владимировский, Аркадий Аверченко, русский писатель-сатирик, Сергей Киров, советский политический государственный деятель, Мстислав Ростропович, советский российский виолончелист, пианист, Алексей Жарков, советский российский актер театра и кино, Квентин Тарантино, американский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер. Именины сегодня отмечают Михаил и Ростислав. А мы опять возвращаемся к Всемирному дню театра. Когда мы говорим о театре, то чаще всего вспоминаем актеров, которые выходят на сцену к зрителям. Но за кулисами остается огромный мир людей, без которых не загорелся бы свет, не появился бы костюм, а персонажи остались бы просто текстом в пьесе. Художники по костюмам, гримеры, режиссеры, именно они создают ту самую магию, которую мы видим из зрительного зала. От того, как ложится грим, насколько точно подобран костюм и выстроена мизансцена, зависит, поверим ли мы герою, почувствуем ли историю, унесем ли с собой после спектакля что-то важное. О том, как выглядит театр изнутри, кто и как готовит чудо, которое мы увидим с вами на сцене, узнаем далее. Когда зал пуст, а коридоры театра не слышат шагов, здесь все равно продолжается жизнь. Только не та, что увидят зрители, а та, что остается за кулисами. Время репетиций, эскизов и примерок. Все это происходит в тишине, которой никто не замечает, чтобы однажды зал наполнился, зажегся свет и начался спектакль. Леди и джентльмены, занавес пошел! Начали! Начало создания все-таки берется с прочтения пьесы, потом приходит идея, как сделать спектакль интересным, необычным, какое-то решение должно быть. Обговариваю с художником мы долго думаем над процессом, в какой форме это должно подаваться. Когда приходит решение уже какое-то, потом уже создается приказ. То, что мы приступаем к работе, проводятся читки, то есть определяются актеры на роли, читаем, делимся уже с актерами впечатлениями. Это такой процесс многогранный, потому что одно дело, когда ты задумал от начальной стадии до финальной, он преобразуется, развивается. Потому что помимо того, что я вношу, художник вносит, актеры вносят, каждый приносит свой образ, свою долю чего-то, какой-то идеи. И после долгих читок, обсуждений на сцене начинаем импровизировать, работать. Потом постепенно это все обживается, добавляются декорации, костюмы, и в итоге мы видим финальный результат. А для художника по костюмам работа начинается с предложения режиссера. Долгое погружение в историю, в эпоху и в характеры героев. Художник по костюму — это не просто, что мы что-то там нарисовали, и представили актерам, режиссеру. Это колоссальный труд. Колоссальный труд в чем? Идет подборка тканей. Это мы сами прямо ездим по тканям, выбираем ткани, фурнитуру, обувь, парики. Я плотно работаю, допустим, с пошивочным цехом, и с парикмахерским цехом. Они помогают мне воплощать, нашу идею, спектакля. Но сначала эскизы. Каждый лист в альбоме — это диалог с режиссером, поиск формы и смысла. То, что вы видите потом на сцене, прежде идет очень большой, колоссальный такой черновой труд. Обговариваем все это с режиссером прежде всего. И тут, конечно, очень большую роль играет взаимопонимание. Я это слово очень люблю, потому что мы должны друг друга все взаимопонимать. Евдокия работает в театре 30 лет. За это время через ее руки прошло 60 спектаклей. И она поделилась с нами воспоминаниями о своем первом. Как вы помните, в эпоху дефицита я пришла, нужно выпустить спектакль, эскизы готовы, решение готово. Он говорит: милая моя, иди, там на 3-м этаже у нас есть склад. Что найдешь, все бери. Я пошла туда, там, старые костюмы.
которые мы потом, значит, я оттуда все это вытаскивала, перетрясали, мы перешивали, и вот так вот я сделала свой первый спектакль. Но если художник по костюмам создает внешний облик героя, то художник-гример доводит этот образ до совершенства и часто делает это на пределе скорости. Профессия художника-гримера достаточно интересна, разнообразна. У нас очень много функций. Начинаем мы с того, что принимаем участие в создании спектакля. То есть это пробы причесок, грима, подготовка, изготовление постижа. Далее, когда спектакли уже запущены, мы осуществляем их подготовку и сопровождение уже в постоянном репертуаре. В частности, это мы собираем артистов перед началом спектакля, то есть делаем прически, грим необходимый. Далее в процессе спектакля мы занимаемся тем, что ведем сопровождение, также меняем по ходу спектакля образы артистам, ну и помогаем иногда даже в переодеваниях, так как бывают очень быстрые, очень скоростные моменты, где на одного актера, например, на переодевание и на смену грима и парика может уходить всего лишь 1 минута. Такое тоже бывает. Вот это нужно делать быстро и очень слаженно. Например, такие спектакли, как «Очи черные», также спектакль «Примадонна». Это наша новинка, где тоже достаточно часто и быстро мы переодеваем актеров из женского образа в мужской и обратно. Это происходит очень быстро. Это смена и парика, и костюма, безусловно, и также грима. За кулисами театра имени Пушкина время течет иначе. Здесь секунды превращаются в образы, а идеи в премьеры. И каждый от режиссера до гримера знает, зритель видит только финал, но настоящая жизнь спектакля остается здесь, за бархатным занавесом, где рождается чудо. Да, главное в театре это, конечно, люди. Их руки, их талант, их умение превращать ткань и грим в характер. А теперь наш взгляд на другую историю, где за результатом тоже стоят люди, но совсем иного профиля. В рубрике «История вещей» мы продолжаем цикл о ретро-автомобилях. И сегодняшний герой – «Москвич». Это не просто машина, это целая эпоха, закованная в металл. Если в театре художники по костюмам и гримеры создают образ героя, то здесь конструкторы и инженеры создавали образ целой страны, послевоенной, восстанавливающейся, смотрящей вперед. Как немецкий Opel Kadett превратился в советскую легенду, почему этот автомобиль называли первым народным и какой путь он прошел от чертежной доски до конвейера, расскажем прямо сейчас. В июне 1946 года начали выпускаться сразу 2 советских автомобиля – легковой ГАЗ-М-20 «Победа» и грузовик ГАЗ-51. А 4 декабря того же года на заводе ЗМА собрали первый «Москвич-400». Казалось бы, все логично. Страна ускоренными темпами, напрягая все жилы, встает из руин. Но в истории первого «Москвича» переплелись много интересных вещей. Мы уже говорили, что Горьковский автозавод много интересного позаимствовал у американского Форда. Так вот, в основу «Москвича» или КИМ должен лечь Ford Perfect, двухдверный. И якобы сам Сталин прототип забраковал и приказал сделать «Москвич» по канонам и подобию Opel Kadett еще в 1940 году. После войны это было сделать легче, так как технологии Германии попали в Советский Союз по праву победителя. Был ли первый «Москвич» полностью сделан на оборудовании и по документации, вывезенной с завода Opel в немецком Рюссельхайме? Такого мнения придерживается знаменитый Юрий Долматовский в книге «Мне нужен автомобиль». И эта версия очень популярна. Но проблема была в том, что использовать там было особо нечего. Во время войны завод делал не автомобили, а авиационные детали, поэтому при наступлении был действительно разбомблен британским ВВС до основания. И тогда к восстановлению утраченного знания привлекли немецких специалистов. Трудовые коллективы, состоящие из немцев и возглавляемые гражданами Советского Союза, создавались под началом советской военной администрации в Германии еще с лета 1945 года. Первый серийный автомобиль «Москвич-400» был выпущен на МЗМА 4 декабря 1946 года. Именно этот день считается днем рождения «Москвича».
Машина получилась удачной, технологичной, симпатичной и надежной. В целом, не блиставшая новаторством конструкция все же отличалась некоторыми интересными решениями. Весьма прогрессивно воспринимались послевоенной общественностью несущий кузов, алюминиевые поршни двигателя, гидравлические тормоза и, главное, независимая подвеска типа «Дюбоне», воплощающая истинное инженерное изящество. За 9 лет выпуска было собрано почти 250 тысяч автомобилей «Москвич-400». От машин, которые когда-то открывались для людей новые горизонты, к вещам, которые открывают не города и расстояния, а сердца и сознание. В Улан-Удэ в эти дни работает выставка, где собраны куклы с особенностями здоровья, и у каждой из них своя история. Коллекционер Марина Зеленова потеряла зрение в 15 лет, а спустя годы вернулась к куклам, но уже к тем, которые отражают реальность, в которой живут люди с инвалидностью. Кен в инвалидном кресле или, например, девочка с белой тростью. Через них посетители выставки впервые могут не просто узнать, но и тактильно понять, с чем сталкиваются другие. Почему инклюзивные куклы нужны не только детям, но и взрослым? Как одна фраза школьницы стала девизом всей выставки? И зачем хозяйка коллекции ищет куклу с расстройством аутистического спектра? Об этом узнаем из материала наших коллег. Очень красивый, инклюзивный. А что такое инклюзивный? Что это значит? Значит, нормальные. Устами ребенка глаголит истина. Сама того не понимая, Рита придумала девиз выставки. На полках нет необычных кукол, здесь все свои. Мы всегда привыкли, что кукла олицетворяет что? Красоту, стандарт. Марина потеряла зрение в 15 лет. Из-за болезни пришлось оставить все, что любила. Фотоаппарат, пряжу и кукол. К последним вернулась спустя годы, но уже не к тем, какими играла в детстве. Что я увидела, это объявление о продаже куклы Барби Кена в инвалидном кресле. Я всю ночь не спала, я думала об этой кукле. Позже у Кена появились подруги со слуховым аппаратом и белой тростью, но слезу Марина проронила не из-за своей копии. Когда я ее получила, я, наверное, плакала, потому что, во-первых, это ребенок, и на инвалидном кресле. Она у меня больше эмоций вызывает, чем все остальные, конечно. Потому что помнит боль, которую перенесла в детстве. Теперь пытается понять, через что проходят другие, и учит внимательности окружающих. Поэтому на время передала кукол в Национальную библиотеку. На плече, да, вот у куклы фистула, я так понимаю, для ввода, наверное, какого-то лекарства. Тактильно, значит, я поняла, что такое сколиоз. Понимаю, что это искривление позвоночника, а на самом деле в каком состоянии физическом находится человек. Вот здесь только я вот именно через куклу, которая со сколиозом, поняла. Но главный посыл выставки в другом. Чтобы люди, дети, все такое не удивлялись, когда видят таких людей, да? Чтобы они говорили, ой, почему она так идет, или что у нее в руках, зачем ей трость, да? Некоторые люди порой не понимают, для чего они нам вообще нужны. Люди порой думают о том, что мы ими кого-то подгоняем или что-то. В планах у хозяйки выставки пополнить коллекцию куклы с расстройством аутистического спектра. Александра Фишева, Санджи Шакжин, телекомпания «Аригус». Скульптура, мифология, фольклор – то, что остается на века. Но есть и другое искусство, которое живет гораздо меньше. Зато способно украсить не музейный зал, а самый обычный день – искусство кулинарий. В рубрике «Блюдо дня» мы готовим то, что просто вкусно и подходит для любой ситуации. Сегодня на очереди салат coleslaw. Родом из американской кухни он давно перешагнул границы и стал любимым блюдом по всему миру. Капуста, морковь, заправка. Казалось бы, ничего сложного, но именно в простоте и кроется его главный секрет.
Как приготовить хрустящий, сочный, идеально сбалансированный коулслоу, какие секреты заправки делают его не просто гарниром, а самостоятельным блюдом, и почему этот салат обожают даже те, кто равнодушен к овощам, узнаем далее. Доброе утро. Меня зовут Юлия Заболоцкая-Избекова. Я доказательный нутрициолог, член общественной организации «Нутрициологи России». Мы сегодня с вами будем готовить капустный салат. Ну, капуста – это такой продукт очень универсальный, гибкий, его можно использовать в разных вариантах. Да? Я сегодня взяла краснокочанную капусту, но этот салат, его обычно делают из смеси белокочанной капусты и с краснокочанной. Да? Можно использовать просто белокочанную капусту. Салат называется коулслоу. Для того, чтобы сделать этот салат, нужно вот ножик. Да? Кто умеет тонко резать, вы можете это делать ножиком. Я этого делать не умею, у меня шинковка. Ага. Нарезаю. Данный салат источник богат. Ну, как бы все знают, что капуста, она достаточно богата витаминами разными. Да? Особенно славится там наличием аскорбиновой кислоты, что в зимний период для нас составляет особый интерес. Шинкуем капусту. Так, много делать мы сегодня не будем. Ага. Вот, нашинковалась. Теперь сюда мы натираем морковку. Ну, можно сделать это любой терочкой. У меня вот такая немножко для корейского, наверное, типа нарезки, но подойдет любая. Достаточно крупная терка. Угу. Салат коулслоу был изобретен, оказывается, в районе Нидерландов, потом смигрировал в Северную Америку и через фастфуд попал на столы и россиян в том числе. Вот. Но в фастфуде это, пожалуй, самое полезное блюдо, которое я там видела. Основными ингредиентами являются капуста, морковка. Если вы хотите, вы можете добавить, вот как я, кукурузу, либо нарезанное яблоко. А заправку мы делаем из следующих ингредиентов. Мы берем натуральный йогурт. В якутских реалиях это может быть, например, даже сорок, ну, потому что они очень похожие блюда. Берем немножко майонеза. В данном случае я взяла облегченный майонез, потому что в нем жирность ниже, чем в обычном классическом. И такой облегченный вариант – это очень диетический салат. В нем совершенно небольшое количество калорий. Добавляется зернистая горчица, которую называют еще дижонской, немножко уксуса 6%. Если у вас 9%, надо его развести прям хорошенько. И чуть-чуть соли. Вот этот соус мы перемешиваем. Угу. Заправляем им салат. Сладкий ингредиент, такой как кукуруза, придает особую пикантность этому салату. Вкус становится более таким насыщенным. Он не просто кислый, он становится сладко-кислый. Это очень приятное сочетание. Либо, если вы не любите кукурузу, добавьте яблоко, не пожалеете. Будет очень вкусно. Вот. Смотрите, если у вас есть шинковка, делать такой салат достаточно быстро. И он очень красивый. Как говорят в поговорке про капусту, и на столе не пусто, и съедят не жалко. Приятного аппетита и хорошего всем дня. Ну вот вкуснота, вкуснота. Берите на заметку, причем по ингредиентам все очень просто. Ну а мы двигаемся дальше. Знаете, есть фото, на которые смотришь, и настроение поднимается мгновенно. Сейчас по социальным сетям разлетаются фотографии удивительного котика из Китая. Представьте, хозяйка каждый день приносит ему еду, но этот пушистый актер смотрит на миску так, будто видит ее в первый раз. Огромные округленные глаза, полное искреннее изумление на каждом кадре. Китаянка публикует фотографии за фотографией, и на всех одна и та же реакция. Кот будто говорит: «Это мне, вы уверены?» Интернет уже окрестил его философом сиюминутного счастья, потому что, глядя на эти снимки, понимаешь, даже если что-то происходит каждый день, можно радоваться этому так, словно случилось чудо. Ну, мы не зря говорим, называем наших домашних животных братьями нашими меньшими, да? Да. Своего рода это дети. Ну, детские эмоции, они, конечно, не поддельные, да? И... Ну, вот здесь прям, да, эти эмоции передаются, вот это... Ну, говорят же, радоваться как ребенок. Да, ну, можно теперь, наверное, говорить, радоваться как китайский кот.
Как котик Как из котик. Китая, да? Котик из Китая. Поэтому мы, наверное, пожелаем вам, друзья, радоваться, вот как котик из Китая, всему, что происходит в жизни. Каждому дню, каждой минуте. Каждому веселому и приятному моменту. Ну, а мы далее передаем слово нашим коллегам из информационной службы и послушаем, что они нам расскажут о последних событиях, произошедших в республике и за ее пределами. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Правительство упростило процедуру получения отсрочки или освобождения от военной службы. Теперь военкоматы вправе принимать соответствующие решения без явки призывника при условии, что в реестре воинского учета есть все необходимые сведения. Ранее такая возможность действовала лишь для отдельных категорий граждан, например, для отцов 2 и более детей, очников и обладателей ученой степени. Одновременно с этим в Госдуме рассматривают законопроект, меняющий порядок обжалования решений военкоматов. Вместо автоматической приостановки отправки на службу при подаче иска решение будет приостанавливать только суд. Это может существенно изменить сроки и логистику судебных разбирательств по вопросам призыва. Контрольно-счетная палата Мирнинского района отметила 20-летие. В штате организации 6 сотрудников, председатели, инспекторы. В Мирнинском районе сотрудники контролируют законность траты бюджетных денег. За труд сотрудникам палаты вручили благодарности главы района и почетные грамоты Совета депутатов. Коллег поздравил и первый председатель контрольно-счетной палаты Алексей Сивцев. На торжественном собрании он рассказал истории, накопленные за десятилетия работы. Они вошли в книгу «Муниципальный аудит». Ее Алексей Сивцев вручил главе района и председателю Мирнинского райсовета. Это 2006 год, да, это было становление местного самоуправления. Такой орган был прописан в структуре органов местного самоуправления, но требований каких-то, конечно, нигде не было. По России единицы, кто принял такие решения, но вот у нас район посчитал, что такой орган нужен. Мы благодарим его за это. С этого года инвалиды по зрению будут получать от государства от 83 900 рублей в год на покупку корма для собак-проводников. Соответствующее постановление правительства начинает действовать с 26 марта. Мера является дополнительной помощью помимо ежегодной денежной компенсации затрат на содержание и ветеринарное обслуживание. Сейчас это почти 40 тысяч рублей. По заявлению специалистов, в среднем по России инвалид по зрению ежегодно тратит на содержание своей собаки-проводника более 120 тысяч рублей, в том числе свыше 80 тысяч на корм. Система обеспыливания чистит спецодежду айхальских шахтеров за секунды. Подробности далее. Забота о здоровье горняков начинается с чистоты. На подземном руднике Айхал установили обеспыливатели для спецодежды. Оборудование удаляет промышленную пыль с ткани и обуви с помощью направленных воздушных потоков. Новая система обеспыливания – это реальная забота о людях. Один цикл очистки занимает считанные секунды. Пыль не разносится, и работники дышат чистым воздухом. К тому же снижается нагрузка на уборку помещений и продлевается срок службы спецодежды. Система запускается только при полной экипировке. Камера проверяет наличие каски и очков. Пыль собирается в закрытый бокс, не попадая в воздух. Для работников это снижает риск респираторных заболеваний, а для предприятий упрощает уход за формой. В Якутске стартовал кулинарный чемпионат «Алгыстах-АС», объединивший профессиональных шеф-поваров и студентов профильных учебных заведений. В студенческой категории в кулинарные баталии вступили 6 участников из 3 учебных заведений. По условиям конкурса каждому отводится 2 часа на приготовление блюда. Работу оценивают эксперты, бренд-шефы ресторанов Казахстана. При этом сами профессиональные повара также участвуют в чемпионате и соревнуются между собой. Для них предусмотрены отдельные задания, ограниченное время и те же строгие условия. Я как эксперт участвую уже 2-й год. В этом году то, что примечательно, приехали гости и участники из Казахстана, Республики Казахстан. Ну, особенность этого чемпионата в том, что они должны как профессионалы показать не только свое мастерство, они должны показать, как нужно работать в кухне, как нужно подобрать продукты. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами.
Конкурс «Новые имена Якутии» за 25 лет стал не просто творческим смотром, но и путевкой в профессию для многих музыкантов. Сегодня у нас в студии один из ярких примеров. Да, примеров того, как конкурс открывает дорогу к большим сценам. Выпускник Высшей школы музыки, концертмейстер молодежной оперной программы Большого театра России, член жюри нынешнего конкурса Николай Едокин. Николай, доброе утро. Доброе утро. Вот. Ну, раз мы так описали, да, выпускник Высшей школы музыки, тоже участник когда-то конкурса «Новые имена Якутии». Вообще, с чего начинался музыкальный путь и на какие инструменты, наверное, наиболее у вас не востребованы? Любимые инструменты и те, на которых играете? Вот, сказать, начало моего пути было забавным. Все началось в музыкальной школе поселка Чекурдах. Мои родители меня туда дали лишь потому, что, чтобы в дневное время я не оставался дома один. Вот. Спустя 1,5 года я поехал на конкурс в Нерюнгри, и там мне посоветовали поступить в Высшую школу музыки. Вот. Далее я учился в Казанской консерватории, да. В Казани. И там же закончил стажировку. Там же закончил. И вот с 22 года я работаю в Москве. Вот, собственно, в Большом театре. Да. А вот из музыкальных инструментов вот я играю только на фортепиано. Да. Больше никаким не владею. А как вот вы добрались до Большого театра, да? Ну, не каждому, наверное, даже якутянину, да? Это же прям высшая лига. Да, просто вот, да, как раз-таки в тот год в Казани делали набор вокалистов в труппу, вот именно. И я там аккомпанировал своим друзьям, коллегам, певцам. И после того, как мы спели, вот, они меня позвали к себе, позвали к себе, вот мы пообщались, и они мне предложили уже пройти прослушивание там уже у них в Москве в театре через месяц. Вот я тут, туда приехал и прошел прослушивание. И меня взяли. А если мы поговорим уже о самом конкурсе, да, «Новые имена Якутии», вы сами когда-то тоже участвовали, мы тоже сказали. Да. Как это было? И, может быть, расскажете, с каким номером, да, или с какой программой вы выступали? Да. Я участвовал в 2006 и 2008 году как пианист. Сначала я получил 3-ю премию, потом 1-ю. И в 2009 я участвовал уже как концертмейстер. Композитор. И тогда я получил гран-при. Вот. Ну, собственно... Ну, а в какой-то степени, вот, допустим, конкурс определил ваше будущее. То есть вы первые 2 раза участвовали все-таки как музыкант, да, а потом уже как композитор, и это было более успешно. Ну да, такой вот путь необычный. Николай, в этом году, да, вы уже участвуете в составе жюри, да? Да. Ага, каково это находиться по ту сторону? Ну вот это вообще вот, конечно, сам конкурс для меня является важнейшим этапом для моего становления как музыканта, как артиста. Вот. И
Для меня большая честь, конечно, быть уже в качестве жюри. Я испытываю большой трепет. Вот. И просто вот во время конкурса, ну, как честно говоря, я до конца как-то не мог поверить, что я уже в другом амплуа нахожусь. Уже было очень приятно. Ну и волнительно, наверное. Конечно, да. А вот вопрос такой, ну, как бы, опять же, если оттолкнуться от вашей победы в конкурсе в 2009 году в качестве уже композитора, по идее, ну, можно было бы, как бы, композиторское, наверное, дальше направление продолжать, но вы все-таки выбрали профессию концертмейстера, да? С чем это связано? Или в принципе, это может быть одно и то же, мы немножко, как бы, не в контексте музыкального мира? Ну, конечно, это очень разное, да. Ну, а вот так получилось само собой как-то. Вот я еще в годы обучения еще в консерватории, я там работал в вокальном классе, и не только еще там, тоже на других кафедрах тоже работал, других. Ну и как-то в принципе вокальная музыка как-то мне, для меня как-то близка особо вообще. Но также я и надеюсь, что в будущем я также буду и заниматься сольной деятельностью как солист. И также мечтаю в будущем, что стану когда-нибудь еще и дирижером тоже. Это моя такая мечта с детства. Тоже. Я надеюсь, что это меня ждет в будущем. Ну, вы как никто можете ответить нам на вопрос, да, о современной молодежи. Вот стали ли молодые люди увлекаться чаще классикой? Ну, к счастью, мне кажется, интерес классики растет. Возрастает. Да, сколько бы я ни ходил на концерты разные, я часто вижу молодых людей. И это очень радует, так как мне кажется, что музыка, она обогащает нашу душу, наш разум, вообще очень хорошо влияет на нас в целом. Ну, как бы, да, музыка — это часть какого-то духовного развития в том числе. Да. Ну и вопрос, наверное, заключительный. Все-таки вы музыкант, понятно, что вы в классическом диапазоне вроде работаете, но есть такая фраза тоже от какого-то музыканта звучащая: нельзя оставаться заложником собственного стиля. Какие у вас музыкальные предпочтения помимо классической музыки, или все-таки только классика? Нет, если говорить как бы, из классики, да, мне очень, то есть, наверное, мой самый, близкий мне композитор — это Чайковский. Для меня он как-то является. Также, конечно, я боготворю Бетховена, Шуберта, Верди, Шостаковича. Ну а так в целом я также интересуюсь, конечно же, разными жанрами музыки. И также и поп-музыка мне нравится, и мне нравится рэп с детства вообще как бы. Ну и в целом как бы я являюсь меломаном. Да. Вот. Ну, Николай, спасибо вам за эту беседу. Мы желаем вам успехов, в том числе в качестве жюри конкурса, ну и в целом в вашем дальнейшем жизненном пути. В вашей карьере. Спасибо вам большое. Хорошего дня. Вот, вам тоже. Ну и хорошего дня также и всем нашим телезрителям. Мы, Утро Якутии, прощаемся с вами ненадолго, до понедельника, в 7 часов утра. Включайте наши телеканалы. И наши коллеги вас встретят. Ну а по традиции пятницу мы, кстати говоря, про духовное обогащение, всегда это можно сделать вместе с нами в пятницу, потому что музыка специально для вас, чтобы настроение на последний рабочий день, если у вас пятидневка, конечно, поднять, и вы этот день добивали максимально, если какие-то долги у вас остались. Невероятная, талантливая Алена Айди подарит вам свой очаровательный голос. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. And love is all that I can give to you. Love is more
than just a game for two. Two in love can make it. Take my arm, but please don't break it. Love was made for me and